Добрый вечер. 16 ноября, 628-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Джанкойском районе разбили окна мечети. Это произошло ночью в поселке Завет-Ленинский. Стекла выбили кирпичом, однако на месте вандализма никаких следов не осталось. Российские власти стали запрещать крымско-татарскую символику. Председатель Центра избиркома Курултая рассказал о случае на футбольном матче. Российские правоохранители хотели забрать крымско-татарский флаг перед началом игры между крымско-татарскими футбольными командами на приз дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Я крымский татарин, я люблю свой народ, я люблю свою родину, я люблю свой национальный флаг. Я его взял и стою. Что получается? Вот смотрите, она... А именно вот нет, причем я не отвечаю, я не государственное лицо. Я болельщик, я еще раз повторяю. Какую команду? Завтра с команды это флаг. А при чем здесь этот флаг? Причем здесь этот флаг? Я пришел, как говорится, в национальном головном уборе с нашим национальным флагом, чтобы поддержать нашу команду районную. Какие-то сотрудники полиции рассказали, что запрещается использование символики. Я понимаю, что есть запрет на использование ряда символики, в том числе правого сектора, в том числе гитлеровской Германии. Я развернул флаг, показал, что он не носит никакую экстремистскую символику. Это крымско-татарский национальный флаг. И я имею право с ним находиться где бы то ни было. Потому что я не митингую, не пикетирую. И для этого не нужны какие-то дополнительные разрешения. Лилия Буджурова судится с ФСБ. Сегодня в Киевском районном суде Симферополя прошло первое заседание суда. Причиной иска стал отказ адвокату журналистки присутствовать на обыске, проводимом ФСБ в ее доме. Подробнее в сюжете 15 минут новостей. Крымская журналистка Лилия Буджурова подала иск против сотрудников Федеральной службы безопасности, проводивших обыск в ее доме 2 ноября. За отказ ее адвокату присутствовать на месте проведения следственного мероприятия. Первое судебное заседание прошло сегодня в Киевском районном суде Симферополя. Лилия Буджурова считает, что во время обыска было нарушено ее конституционное право на адвокатскую защиту. При этом сотрудники ФСБ факт правонарушения отрицают. Меня несколько удивила позиция ФСБ, потому что этой серии «Не верь глазам своим». Адвоката под дверями моего дома видели мои родственники. Есть другие свидетели. Более того, велась видеозапись всего этого мероприятия, в кавычках, проводимого в моем доме. Но при этом и ФСБ, и уважаемый судья акцентирует внимание на то, что следователь, руководивший обыском, лично не запрещал адвокату. При этом просто отсутствует формальная логика. Он не мог лично ему запретить, потому что адвокат не был допущен в помещение, где находился следователь. Обыск в доме Лилии Буджуровой был проведен 2 ноября в рамках уголовного дела против владельца телеканала АТР Ленура Ислямова, которого обвиняют в экстремизме. Ранее Буджурова занимала пост заместителя генерального директора АТР до переезда телеканала в Киев. А в мае Лилия Буджурова и экс-генеральный директор телеканала Эльзара Ислямова создали независимую продакшн-студию «Кара Денис». По словам адвоката Джемиля Темишева, часто при проведении обыска гражданину отказывают в присутствии адвоката. Этим судебным разбирательством Темишев намерен создать прецедент, чтобы выяснить правомерность такого отказа. Мы намереваемся дойти до Верховного суда Российской Федерации для того, чтобы получить окончательный ответ на этот вопрос. Гарантирует ли государство человеку право на юридическую помощь в соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации? Следующее судебное заседание назначено на 18 ноября. Со дня похищения неизвестными в Крыму Исляма Джапарова и Джевдета Ислямова прошло больше года, однако об их судьбе до сих пор ничего не известно. По информации отца Исляма Абдуришита Джапарова, работники Следственного комитета якобы ищут. То есть это организованная акция, то есть операция. Вот, на это был какой-то приказ, было распоряжение. То есть работают Следственные комитеты якобы ищут. Но мы так поняли, они ничего не ищут, они, наоборот, подбирают хвосты, то есть они зачищают следы, мы так понимаем. Они не объясняют вообще ничего.
Вот, на каком этапе следствия, там, что там они нашли, что там, абсолютно ничего. И как-то оказывает еще давление на потерпевших. Французские следователи уже установили личность четвертого террориста-смертника, совершившего теракт в Париже, сообщает телеканал BFM TV. Террориста звали Сами Амимур. Он оказался местным жителем. Напомним, серия терактов в Париже произошла 13 ноября. Погибли 132 человека. По словам президента Франции Франсуа Олланда, за этим стоят боевики ИГИЛ. Известно, что атаки террористов спланировал и профинансировал сирийский радикал Абдель-Хамид Абауд. Это акт войны, который был хорошо подготовлен, спланирован из-за рубежа. Сообщники террористов были внутри страны. Сейчас идет следствие, которое это точно установит. Все меры, которые нужны, чтобы защитить наших граждан и нашу страну, приняты в срочном порядке. Франция будет без всяких скидок действовать против террористов, как внутри страны, так и за рубежом. Мы призываем к хладнокровию и совместным действиям с нашими друзьями и союзниками. Франция активна, Франция бдительна. Франция победит варварство, применяя все наши силы, которые мы можем сегодня мобилизовать. Свои соболезнования жертвам трагедии выразил президент Украины Петр Порошенко у посольства Франции в Киеве. Также оставить цветы в память о погибших пришли премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены Меджлиса крымськотатарського народа. Сьогодні we are not afraid. Нас не налякати. Думаю, що дуже важливо, що сьогодні весь світ разом із Францією. І хочу наголосити, що українська влада буде діяти рішуче, ефективно і відповідально для захисту миру та спокою українського народу. Французька нація настільки міцна, вона настільки вірна тим, знаєте, категоріям рівності, свободи, яке століттями назад було викристалізовано саме у Франції. Я впевнений, що французьке суспільство подолає наслідки цього тероризму. Ніхто не буде впадати в відчай, ніхто не буде впадати до страху. Терористи апріорі вони програють, але на великий жаль вони несуть великі жертви. Але для нас головне, і особливо для нас, кримських татар, те, щоб ті джерела, які поживлюють тероризм, щоб вони були знищені. Для нас это очень важная поддержка. Мы чувствуем сочувствие киевлян на них. И я хочу поблагодарить всех и официальным, и простым людям, которые пришли к нам со цветами. Теракты во французской столице осудили и мусульманские духовные лидеры Украины. Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Сагид Исмаилов выступил с официальным заявлением. По его словам, эта трагедия создает негативный имидж исламу в мире. Он уверен, верующие мусульмане не могли бы совершить теракт. Ислам не дает никому карт-бланш на убийство без суда и следствия мирных людей. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «А тот, кто убьет верующего преднамеренно, воздаяние за это огненное наказание или мучительное наказание огнем». То есть наказание в аду, поскольку убийство является одним из самых больших грехов. И такое прикрывание своих преступлений исламом наносит огромный ущерб и имиджу мировой религии ислам, и огромному количеству мусульман, поскольку создает негативный фон и негативное мнение о нашей религии. К другим новостям. Украина выбрала мэров. Почти все крупные города смогли определиться с градоначальниками во втором туре. В Киеве городским головой вновь стал Виталий Кличко. Действующий мэр Львова Андрей Садовой тоже сохранил свой пост. В Днепропетровске лидер первого тура Борис Филатов одержал победу над представителем оппозиционного блока Александром Вилкулом. Сенсации произошли на юге страны. В Николаеве представитель самопомощи айтишник Синкевич победил бывшего регионала Дятлова. А в Херсоне лидер местного Майдана Владимир Миколаенко получил вдвое больше бывшего регионала, а ныне тимошенковца Владимира Магнера. Из областных центров постмайдановские силы во втором туре проиграли только в Запорожье. Здесь мэром стал самовыдвиженец Владимир Буряк, негласно поддерживаемый оппозиционным блоком.
Чонгар не будет пропускать машины 3 дня. Об этом сообщил начальник таможенного поста Каховка Александр Камшуков. Это связано с переездом с 17 по 19 ноября КПП ближе к территории полуострова. Однако пешеходы смогут пересекать пропускной пункт в том же режиме. На контрольном пункте начнет работать сервисный центр. Между тем, сегодня 61-й день блокады Крыма. О том, как проходит акция, расскажет Гульсум Халилова. Выходные на пропускных пунктах прошли спокойно. Вчера ночью активисты гражданской блокады Крыма остановили автомобиль. Водитель отказался открывать багажник и показывать содержимое. По его словам, относится равнодушно к гражданской блокаде Крыма и считает действия активистов незаконными. Интервью не получается. Скажите, пожалуйста, а как вы в целом относитесь к гражданской блокаде Крыма? Вы поддерживаете? Я не знаю, как я отношусь. Я не знаю, как наше правительство. Если дорогу не закрывать, то, наверное, наше правительство нормально относится. В результате водитель все же открыл багажник. Активисты проверили и пропустили его на материковую часть Украины. А сами мы из города-героя Харькова. Настрої в Харкові, ми знаємо, які там настрої. Хоча б останні вибори, які відбулися в Харкові, де переміг Кернес, людина, яка відома своїми поглядами на цілісність України, сепаратистськими, відверто сепаратистськими поглядами. Ну і ми бачимо той прошарок людей, який якраз підтримує. Кроме этого, вчера на пропускном пункте Чонгар прошла ротация бойцов. Начальник оперативного штаба по блокированию Крыма от правосектора Хорват поделился успехами за последние 1,5 месяца. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Розкіт! Слава! Успіхи на блокаді правого сектора і кримсько-татарського народу, і представників інших добровольчих батальйонів, громадських організацій є безпосередньо в тому, що ми змогли на громадських засадах зберегти продовження, чітке функціонування блокади без якихось конфліктів, без якихось жертв, без проблем фактично. У нас все краще виходить, як я так думаю, навіть якщо б цим займалася держава на державному рівні. Сегодня же на пропускных пунктах дождливо, однако и это участникам акции не мешает. Гражданская блокада Крыма живет своей жизнью. Гульсум Халилова, Ислам Пинка, Заман, АТР. День морской пехоты отмечают сегодня в Украине. В столице морпехи возложили цветы к вечному огню в Парке Славы. Почтили своих собратьев, погибших в АТО. Некоторые на торжества приехали на несколько часов из зоны военных действий. Военные возложили цветы к вечному огню и почтили погибших побратимов минутой молчания. Так скромно и без пафоса, без официальных лиц отметили День морпехов в столице. Морпехи с позывным «Чуб» и «Жук» в Парк Славы приехали из Широкина с передовой. До оккупации Крыма служили в 501-м батальоне морской пехоты в Керчи. В марте 2014-го их часть заблокировали российские военные. Тогда они и еще 54 военнослужащих не изменили украинской присяги. Теперь, говорят, будут воевать, пока не вернут Крым. Будемо до останньої каплі крові, тобто ніхто позиції не збирається здавати, навіть якщо прийде команда відступити, ми не відступимо від своїх позицій. Такої команди не повинно поступати. Хватить, вже Крим показав. Крым – это Украина наша. Очень жалко, очень больно, обидно было уходить. Крайне 10 лет там прожили, прослужили. Это очень тяжело с товарищами расставаться. А это их замкомандира майор Алексей Никифоров. Тогда вместе с ребятами он решил не присягать россиянам. Сейчас о тогдашнем выборе в пользу Украины не жалеет. Рассказывает, после аннексии полуострова разочаровался в украинской власти. Даже собирался на пенсию. Но с началом войны на Донбассе передумал. Сейчас учится в Академии вооруженных сил и помогает своим подопечным в Мариуполе. Уверяет, как только получит приказ, готов отправиться на передовую. Я думаю, что мы возродим и создадим такую морскую пехотинцу, которая будет
такую морскую пехоту, которой бы гордилась не только держава, но и во всем свете, чтобы смотрели на нас. Ті морські піхотинці, які залишились там, вони, виходить, що вони зрадили 2 рази. Да? Тобто, вони зрадили військову присягу українському народу і зрадили саме морській піхоті. Вони давали клятву морського піхотинця. Пришел и Виктор Кардаш. В АТО потерял ногу. Сейчас лечится в госпитале. Рассказывает, на фронт ушел добровольцем. До войны даже в армии не служил. Но очень хотел именно морскую пехоту. Це гордость України, як кажуть. Тут ребята сильні духом, як кажуть. І я думаю, що я не пожалів, що я вибрав морську піхоту, так кажуть. Я і думав, оце, що попаду, виходить. Ну, думаю, відбор не пройду. Ну, пройшов, виходить, відбор. Поздравляю з праздничком, дай Бог, щоб вони повернулись живими, здоров'я і кажуть, всім привіт. Сейчас черные береты несут службу в секторе М, а 501-й Керченский батальон зашел в Широкино на смену добровольческим батальонам Донбасс и Азов. Всего в обороне Мариуполя было задействовано более 2000 морских пехотинцев. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, ТР. В Америке на 97-м году жизни скончалась крымско-татарская актриса Айше Дитанова. Она играла в Крымско-татарском театре до войны и возрождала его после депортации на родине. Сегодня с ней прощаются в Нью-Йорке. Айше Дитанова – легенда национального искусства. Она одна из тех, кто после возвращения из депортации восстановила крымско-татарский театр в Крыму. Родилась она в 1918 году в селе Дорекой возле Ялты. Закончила театральный техникум и посвятила театральному искусству всю свою жизнь. Ее коронная роль до войны – Зарема из Бахчисарайского фонтана. В Крыму мы вместе с актерами ездили по селам, показывали спектакли. Все они были только на родном языке. Так мы еще и сохраняли язык. В депортации она сохранила дух крымско-татарского театра. В конце 80-х вернулась в Крым и начала активную работу по его восстановлению. Известный актер Ахтем Ситаблаев был учеником Айше Дитановой. Называют ее магиканом крымско-татарского театра и культуры в целом. Сначала играл в массовке, ну а потом вместе с Дитановой главные роли на сцене. У меня уже был ролевой материал, я играл одну из главных ролей в спектакле «Адын Чикан Джаджана Чиксан» Рената Бекашева. Вот, и там мы уже встретились, ну, почти как равноправные коллеги, хотя, конечно, я прекрасно понимал свое место. Вот. Но это была большая ответственность и большая радость играть вот с артистами еще из того довоенного крымско-татарского театра. В середине 90-х Айше Дитанова покидает Крым, уезжает жить к дочери в Америку. Однако никогда она не теряет связь с Крымом. Когда не могла приезжать сама, к ней ездили соотечественники. Одна из них – певица Гульзар Бекирова. Провела с ней не один вечер. Она прекрасно читала монологи, а когда выходила на сцену, было такое ощущение, что ей 25. Она любила вспоминать прежний театр. Для нее это был смысл жизни. Она засыпала и просыпалась театром. Учила актеров не бояться и идти всегда вперед. Айше Дитанова дала путевку в театральную жизнь многим актерам, говорят ее ученики. Ни один актер и крымский татарин не забудет ее имя, ведь она уже давно вписана в летопись крымско-татарского народа. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Саман, АТР. Олег Сенцов может получить Шевченковскую премию. Оргкомитет национальной премии включил в списки претендентов на 2016 год украинского кинорежиссера, осужденного Россией на 20 лет. Представление Сенцова в комитет направил Национальный союз журналистов Украины. В Ялте откроют выставку народного художника Украины. В художественной галерее «Почерк» представят работы известного крымского мастера Виктора Толочка. Выставка продлится с 21 ноября по 21 декабря. Художника называют мастером тематической картины, виртуозным пейзажистом и автором выразительных натюрмортов, которые продолжают жить и после смерти Толочка. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.